Победа на мировом уровне. Бронзовый призер чемпионата мира по профессиональному мастерству вернулся домой. Кто же станет главой администрации Сибая? На заседании совета объявили конкурс на замещение должности. Юбилей Тансулпан Гариповой. В гимназии прошел литературный конкурс молодых поэтов и писателей. А теперь обо всем этом более подробно. Вы смотрите новости. В студии Эмиль Шбердин. Здравствуйте. Сегодня студент 4-го курса Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин вернулся в родной город. Сибаец вошел в тройку лидеров 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который прошел в Абу-Даби. Победителя встретил родной коллектив, студенты и преподаватели колледжа. Подробности далее. Громкие овации и аплодисменты – это все за высокую награду на мировом чемпионате, которую заслужил студент многопрофильного колледжа Рафаэль Яхин. Многократное участие в различных соревнованиях по камнетесному делу, годы упорной ежедневной тренировки не прошли даром. О маленьком городе Сибай узнали во всем мире. Из 11 медалей сборной России бронзу завоевал наш земляк. Нужно было из оцинкованного листа сделать шаблоны, и по этим шаблонам, строго в соответствии чертежа, выполнить архитектурный элемент здания такого фасада на камне. То есть давалось на это 22 часа. Было сложно, так как участники все были сильные, как европейские страны, так и азиатские. Бразилия и Англия заняла заслуженные первые и вторые места, они выступили очень здорово. Но я надеюсь, что в следующих чемпионатах мы их выиграем, так сказать. Я буду тренировать следующих участников и надеюсь, что мы победим. Возможность отстоять честь нашей страны на мировом уровне Рафаэль получил благодаря своим предыдущим победам. Сначала он стал лучшим на региональном этапе, затем выиграл национальный чемпионат в Краснодаре, после чего было принято решение включить Рафаэля в расширенный состав сборной России. А уже после отборочных этапов и тренировок он вошел в основную команду. Стоит отметить, что это первая награда, завоеванная представителем нашей страны по этой специальности за всю историю соревнований. В чемпионате WorldSkills Competition 2017 в столице Объединенных Арабских Эмиратов принимали участие 1300 человек из 69 стран мира. В состав российской команды входили 58 человек, претендовавших на награды во всех 52 компетенциях. Конечно же, в дни чемпионата за Рафаэля болела вся республика и прежде всего представители многопрофильного колледжа и его тренеры. Очень переживала, ходила прям, и охота подойти, подсказать, там, помочь, совет какой-то дать. Но, к сожалению, нам нельзя было вообще к участникам подходить. И все 3 дня вот эти соревновательные, просто столько волнения было, столько переживаний, что уже все силы были на исходе аж. И когда было награждение, уже расплакались от того, что мы добились такого уровня мирового и доказали всем, что мы можем и что мы можем быть лучшими не только в Башкирии, но и в России, и поддержать честь Башкирии, честь России. Мы старались, и наши старания не прошли даром. Рафаэль региональный чемпионат занял 1 место, в Москве в финале России тоже 1 место, в Швеции 5 место и, наконец, в Арабских Эмиратах занял 3 место призовое. До этого из России по нашей компетенции архитектурная обработка камня никто не занимал. Спасибо Рафаэлю, что он оправдал наши ожидания, наши надежды. Да, конечно, горжусь. Между тем, Рафаэль Яхин не первый представитель Сибайского колледжа, принимающий участие в столь значимых состязаниях. Студенты этого СУЗа уже заявили о себе на мировых чемпионатах в Германии в 2013 году и в 2005 году в Бразилии. В этом году в национальном чемпионате в Краснодаре вновь победу завоевал учащийся многопрофильного колледжа Эльмир Саидбаталов.
Это все результат целенаправленной работы учебного заведения по популяризации рабочих профессий. Колледж вот уже несколько лет является местом проведения региональных этапов чемпионата WorldSkills Competition. Сейчас база учебного заведения станет аккредитационной площадкой специализированного центра компетенций по каменотесному делу. Кроме этого, в нынешнем году здесь начали получать информационную и организационную помощь от директора регионального координационного центра движения WorldSkills Russia Ильшата Рахматуллина. С такими возможностями колледж уже претендует на большие победы. Сегодня здесь тренируется новое поколение каменотесов, с ними занимаются опытные тренеры, в том числе и победитель мирового чемпионата Рафаэль Яхин. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ. В скором времени у города появится руководитель. Сегодня в администрации Сибая прошло 14-е заседание Совета городского округа. Среди других на повестке дня значился вопрос о проведении конкурса на замещение должности главы администрации городского округа. Участие в работе 14-го заседания Совета городского округа помимо обычного состава приняли заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Денир Ахмедьянов, руководитель аппарата правительства Республики Илшат Тажиддинов, заведующий отделом по реализации национальной политики управления главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Решат Сабитов и главный советник отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Рустам Рахмангулов. Первым вопросом на повестке дня значилось проведение конкурса на замещение должности главы администрации Сибая. Как известно, без градоначальника город живет уже более 2 месяцев. Прием документов для участия в конкурсе от кандидатов на должность главы администрации осуществляется с 30 октября по 3 ноября 2017 года в рабочие дни с 8:00 до 17:30, обед с 12:30 до 14:00. Предпраздничный день 3 ноября с 8:00 до 16:30, обед с 12:30 до 14:00. Здание администрации городского округа города Сибай. Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе состоится 9 ноября 2017 года. Сам же конкурс на замещение должности главы администрации пройдет 20 ноября. На заседании депутаты также внесли изменения в состав конкурсной комиссии. Помимо этого рассмотрели другие вопросы, в их числе новые правила благоустройства территории городского округа и реализация вопросов местного значения в части осуществления муниципального земельного контроля на территории Сибая. За период с 1 января 2017 года по 13 октября 2017 года было проведено 114 выездных проверок соблюдения земельного законодательства на территории площадью 96 065 тысяч квадратных метров. Из них 96 плановых, в том числе 2 проверки в отношении юрлиц. Это Сибайский педагогический колледж и Сибайский колледж строительства и сервиса. Остальные 94 в отношении физических лиц. По итогам проведенных проверок выявлено 23 нарушения земельного законодательства. Присутствующий на заседании заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, руководитель аппарата правительства Илшат Тажиддинов отметил, что внеплановых проверок в отношении юридических лиц должно быть меньше. Это позволит снизить административное давление на бизнес. После чего остановился на основных моментах социально-экономической жизни региона и Сибая в частности. Республика готовится к большим мероприятиям всероссийского масштаба, мирового масштаба. Но прежде всего здесь это подготовка к юбилейным мероприятиям, к столетию образования Республики Башкортостан в 2019 году. Реализуется у нас, как вы знаете, проект 100 социально-культурных объектов к столетию и 100 инвестиционных проектов к столетию. Что касается города Сибая, то в рамках подготовки и реализации проекта 100 объектов социально-культурного назначения к юбилею, это будет реконструкция с элементами реставрации Сибайской государственной филармонии. Ну, по сути, это новое здание, хорошо отреставрированное здание. На сегодняшний день завершены проектные работы по данному объекту. Положительное заключение государственной экспертизы имеется. И где-то в начале января мы планируем выйти на размещение государственного заказа. Илшат Асаматович в своем выступлении также отметил, что в городе есть и положительные моменты, и отрицательные. Среди последних – недостаточный индекс промышленного производства, отсутствие полигона ТБО, неполная загрузка мощностей обогатительной фабрики и элеватора. Толчок городу для роста должно дать новое производство, в частности цементный завод, который будет построен с учетом экологических требований и оснащен самым современным оборудованием.
Лена Кириллова, Али Кадыров, Гульнара Раскельдина для службы новостей. На днях в Сибайском институте БГУ состоялось торжественное событие. 9 студентов были переведены с коммерческой формы обучения на бюджетную. Тему продолжат наши корреспонденты. Не секрет, что обучение в высших учебных заведениях на платной основе удовольствие не из дешевых. Коммерческая форма обучения стоит около 50-60 тысяч рублей в год. В случае, если студент, обучающийся платно, хорошо себя проявляет, показывает отличную успеваемость и активно участвует в общественной жизни института и города, руководство учебного заведения идет навстречу. Уже на протяжении многих лет в СибГУ существует добрая традиция переводить таких активистов на бюджетные места. Для ребят это становится хорошим подспорьем и мотивирует на дальнейшую плодотворную работу. Перевели меня, наверное, за то, что я хорошо учусь, то есть четверки, пятерки. Вовремя сдана сессия, то есть не было долгов никаких, плюс активное участие в различных мероприятиях и конкурсах. Самое первое, я помню, это у нас был турслет. Вот, за это нам давали грамоты, потом также Робостар мы участвовали. На директорат, я помню, мы с моими одногруппниками из эксплуатации робота собирали, показывали директорату. Также различные статьи. Мою статью опубликовали в книжке. Сегодня случилось грандиозное событие. Меня перевели с коммерческой формы обучения на бюджетную, чему я очень благодарен. Это будет стимулом для меня, чтобы дальше хорошо учиться, работать в будущем. Я благодарен руководству, то, что они видят старательных учеников, студентов и предоставляют им шанс вырваться, так сказать, вперед, смотреть на будущее. Я студентка 3-го курса юридического факультета, являюсь отличницей учебы, занимаюсь активно научной деятельностью, пишу научные статьи, также занимаюсь общественной деятельностью, являюсь танцором народного ансамбля народного танца ЕТ-РУ. Перевод на бюджет является для меня стимулом к дальнейшему развитию, самосовершенствованию. Спасибо за поддержку, юридический факультет, руководство института, за понимание. В числе счастливчиков студенты юридического, педагогического, естественно-математического и технологического факультетов. Напомним, что в учебном заведении применяются и другие формы мотивации и поощрения лучших студентов. Ежегодно отличникам учебы и активистам присуждает премии имени писательницы Хадии Давлетшиной, известного спортсмена Хариса Юсупова. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Руслан Кравцов, Гульнара Раскельдина, телекомпания СТВ. Начиная с 90-х годов в городе ежегодно проводится литературный конкурс молодых поэтов и писателей на приз писательницы лауреата Государственной премии имени Салават Юлаева Тансулпан Гариповой. Стихотворения, рассказы учащихся, вырезки из газет с публикациями – все это было представлено на суд жюри заранее. Награждение победителей по традиции проходило в гимназии-интернате, где и побывали наши корреспонденты. По статистике, почти у каждого человека еще в детстве проявляется тяга к творчеству. Чтобы эти чувства не угасали, необходимо вовремя поддержать юного поэта или писателя. Главную цель литературного конкурса на приз писательницы Тансулпан Гариповой отметила она сама. По традиции награды получают авторы лучших стихотворений и рассказов. Победители определялись по нескольким номинациям. Оценивались не только поэтические и прозаические произведения, но и печатные материалы, публикации и работу кружков. Гран-при литературного конкурса удостоилась ученица Татыр-Узякской школы Зухра Ахмадиева. В номинациях проза, журналистика, поэзия также были отмечены фавориты. Победителям писательница Тансулпан Гарипова вручила свои книги. Призы участникам подготовили и представители Сибайского института БГУ. Стоит отметить, что в этом году конкурс проходил в рамках юбилея его создателя, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева Тансулпан Гариповой. Около 7 лет писательница работала над книгой «Буренушка», которая позже вылилась в пенталогию. В последние годы Тансулпан Гарипова активно работает в области драматургии. Ее пьесы «Белый тополек», «Песня во сне», «В ожидании дождя» и другие успешно идут в театрах республики. По киноповести «Летний камень» снят полнометражный художественный фильм «Седьмое лето Сюмбель», завоевавший премию «Золотой слон» на международном кинофестивале в Москве. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Руслан Кравцов, Гульнара Раскельдина, телекомпания СТВ. И последнее. С учетом погодных явлений последних дней самое время утепляться. В ближайший понедельник, 30 октября, в Доме молодежи «Мир» состоится выставка продажи шуб «Меховые традиции».
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту. На выставке продажи шубу можно взять в рассрочку без переплаты первоначального взноса. Стоимость покупки со временем не увеличится и проценты банку платить не придется. А вот если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы даже снизится. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота и лисы. Также в подарок модные жилеты, дубленки и шапки. А также на выставке представлены новинки сезона 2018. Для настоящих ценительниц эксклюзива шикарные, благородные и изысканные шубы из норки Black Glama, производства Греции. А также для модниц, которые следят за последними модными тенденциями, демократичные парки с меховыми отделками самых разнообразных цветов от розового до хаки. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу своей мечты. Выставка продажи «Меховые традиции» состоится 30 октября в Доме молодежи «Мир» с 10 до 19:00. Такими были новости среды. А впереди рубрика «Атмосфера кино». Я желаю вам удачи, до скорых встреч.